Мы расскажем вам про заболевания на пастбищах уйгурской автономии среди скотоводов, а это в основном казахи. Когда человек употребляет мясо или воду, загрязненные яйцами паразита, происходит заражение. Его называют тихим убийцей или раковая глиста. Главная опасность в том, что паразит незаметно проникает в организм человека. К тому времени, когда появляются симптомы, печень уже изъедена, как решето. Паразита не убить лекарствами, не вырезать ножом. Пациенту остается лишь наблюдать, как паразиты медленно пожирают его заживо. После всего услышанного вы можете подумать, как ужасно, я больше не буду есть мясо. Поэтому, пожалуйста, дослушайте до конца внимательно. На пастбищах Илийского края в 90-е годы появилась чрезвычайно странная болезнь. Она может незаметно существовать в теле человека до 30 лет, не вызывая никакого дискомфорта. Поэтому многие заражаются в детстве, а обнаруживают случайно только во взрослом возрасте, когда делают УЗИ. Но когда тело начинает подавать сигналы, организм пациента, скорее всего, уже превращен паразитом в губку. Мы покажем вам образец печени, зараженной эхинококком. Здесь хорошо видны маленькие круглые пузырьки. Это и есть кисты паразита. С 1990 по 2000 год число заразившихся на пастбищах уйгурской автономии достигало 12 тысяч случаев в год. После заражения у пациента всего два пути – либо ждать смерти, либо ждать пересадки печени. А при отсутствии лечения смертность достигает 94%. Поэтому у болезни есть очень образное название – раковая глиста. Сам возбудитель невероятно живучий, выдерживает низкие температуры, засуху, устойчиво к обычной дезинфекции. Обычный спирт и криозоловое мыло с трудом ее убивают. Так что если вы это съедите, заразитесь. Уезд Текес Илийского округа уйгурской автономии – это один из ключевых районов борьбы с эхинококкозом. В пастбищных районах его яйца загрязняют источники воды и пастбища. Конечно, есть и другой путь. Яйца могут разноситься ветром и попадать в легкие при вдохе. Передаточным звеном эхинококка являются домашний скот, а также люди. Поэтому если крупный рогатый скот съест зараженную траву, или если человек съест зараженное мясо или выпьет зараженную воду, яйца паразита попадут в двенадцатиперстную кишку для дальнейшего развития. Вылупившиеся онкосферы проникают через стенку кишечника, попадают в кровоток и путешествуют по организму. Попавшие в кровь личинки выделяют антигены, чтобы обмануть иммунную систему, заставляя ее ошибочно принимать за своих. И самое невероятное, эти личинки могут поселиться везде, кроме волос и ногтей, в костях, мышцах, легких и даже в мозге. Однако более 80% личинок в конечном итоге выбирают печень. Обосновавшиеся личинки маскируются под кисты и растут со скоростью от 1 до 5 см в год. Самый длинный зарегистрированный в Китае инкубационный период составил 28 лет. Пациент обнаружил заражение только тогда, когда он начал откашливать органы эхинококковой кисты. Многие думают, что раз не живут на пастбище, то эхинококкоз далек от них. Но мы уже знаем, что окончательные разносчики паразита – собаки. И большинство случаев заражения в городах происходит из-за того, что животным не проводили дегельминтизацию. В 2023 году в провинции Хэйлунцзян у одного 53-летнего мужчины внезапно возник дискомфорт в печени. Он объездил множество больниц в Харбине, Пекине и Шанхае, но причину установить не могли. И только когда выяснили, что он раньше держал собаку и никогда не проводил ей дегельминтизацию, а затем сделали нужные анализы, был диагностирован эхинококкоз, та самая раковая глиста, альвеолярный эхинококкоз. К тому моменту паразиты уже образовали огромные кисты в его мозге и печени. Пациент заразился из-за длительного контакта с собакой, переносчиком яиц паразита. Поэтому, если у вас дома есть собаки, обязательно проведите им дегельминтизацию. Но главный вопрос – неужели зараженный может только обреченно наблюдать, как его печень медленно уничтожается? С 2006 года Китай включил эхинококкоз в список особо опасных инфекционных заболеваний, лечение которых предоставляется бесплатно. Это означает, что если пастух инфицирован, расходы на лечение будут компенсированы государством. Более того,
В Китае разработана самая безопасная и эффективная комплексная система лечения эхинококкоза. Для обнаруженных на ранней стадии, помимо медикаментозного лечения, в клинической практике применяют малоинвазивное вмешательство. Проще говоря, очень тонкой иглой прокалывают кисту, откачивают содержимое с личинками, затем заливают специальный раствор, убивающий оставшихся паразитов. Такая малоинвазивная процедура позволяет быстро восстановиться. Даже кисту размером с футбольный мяч можно вылечить. Пациенту нужно провести в стационаре всего 3 дня, после чего он может вернуться домой. А частота рецидивов в течение 5 лет составляет менее 10%. Что касается пациентов на поздних стадиях, врачи первой аффилированной больницы Синьцзянского медицинского университета разработали метод аутологичной трансплантации собственной печени. Когда паразиты почти полностью уничтожили печень, врачи помещают ее в низкотемпературную среду, тщательно очищают от эхинококка. Затем с помощью трехмерного сканирования находят все здоровые участки ткани и пересаживают восстановленную печень обратно в организм пациента. В марте 2025 года в первой аффилированной больнице Синьцзянского медицинского университета была выполнена 200-я операция по аутотрансплантации печени. Это означает, что человечество решило одну из мировых медицинских проблем – радикальное лечение терминальной стадии альвеолярного эхинококкоза. По данным Национального центра животноводства, уровень зараженности овечьих отар эхинококком в уйгурской автономии снизился с почти 9% в 2010 году до современных 0,03%. Так что можете спокойно есть мясо, не боясь. Зараженное мясо в уйгурской автономии вы просто не купите. От некогда смертельного заболевания, которое внушало ужас, до сегодняшнего дня, когда в уйгурской автономии существуют эффективные методы лечения, мы, наконец, можем попрощаться с тихим убийцей, эхинококкозом. А у вас в стране как? Личинка цепня эхинококка очень изощренная. Благодаря своей способности поражать и животных, и человека. В Китае его регионы – Сычуань, Цинхай, Ганьсу, Тибет, уйгурская автономия, внутренняя Монголия и другие. Особенно пастбище внутренней Монголии. В последние годы число случаев эхинококкоза резко пошло вверх. Уровень зараженности среди скотоводов остается высоким. Дети, подростки и жители пастбищ стали самой уязвимой средой. Распространение на пастбищах происходит из-за 3 факторов: пастбищная модель животноводства с использованием собак, экологическая среда с размножением больших стад животных, идеальное место для распространения яиц, а привычка пастухов к тесному контакту с собаками стала каналом для распространения. По мере того, как группа риска росла, эхинококкоз перестал быть незаметным и начал демонстрировать свою разрушительную силу. Основные симптомы – тупая боль в эпигастрии, опухоль в животе, потеря аппетита, тошнота и рвота, эпилепсия, мозг и весь организм перестает нормально работать, высвобождая большое количество жидкости из кисты и вызывая сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, угрожающего жизни. Однако в последнее время врачи начали применять тактику комплексного контроля, пытаясь подавить заражение и распространение заболевания. Для начала они усилили контроль над собаками, регулярно проводя дегельминтизацию, уменьшая шансы на распространение. Затем они принялись улучшать экологическую среду, пытаясь ликвидировать базу по производству яиц. Ученые создают вакцины против эхинококкоза и планируют масштабную вакцинацию. Также создается плотная система эпиднадзора. Как только обнаруживают признаки эпидемии, быстро принимаются меры. Но если сами люди не будут соблюдать личную гигиену и профилактику, в том числе домашних животных, то борьба с этим паразитом еще будет долгой.